Уважаемые товарищи, дорогие иностранные гости, друзья. Здесь собрались военные люди, но не просто военные, а военные моряки. Морская служба требует особых качеств от человека, особого характера, особого склада души. Потому что море не только поглощает человека, но море создает такие трудности, с которыми в рядовой, в нормальной жизни люди на берегу не сталкиваются. Но если военные люди, тем более люди с особым характером, военные моряки собираются вместе, это очень хороший знак. Это знак того, что люди, которые собираются, военные люди, которые собираются вместе, они стремятся к миру, они стремятся к сотрудничеству, к взаимопониманию. И такими мероприятиями, как сегодняшнее, вы создаете условия для вот такого состояния в мире, для сотрудничества, взаимодействия и взаимопонимания. Вода, реки, моря, океаны, она не только разделяет людей, но и объединяет их. Поскольку это пути для взаимодействия с людьми, так было на протяжении всей истории человечества. Не было когда-то больших красивых дорог, не было самолетов, но были реки и моря, и океаны, используя которые люди общались друг с другом, передвигались от континента к континенту. Поэтому думаю, что в характере моряков вот это стремление к взаимодействию и к сотрудничеству, оно сохраняется естественным образом. Дорогие друзья, я поздравляю еще раз российских военных моряков с праздником и хочу поблагодарить наших иностранных друзей за то, что вы сегодня здесь вместе с нами. Хочу заверить вас в том, что мы со своей стороны также тепло и душевно относимся к вам, к руководству ваших стран и к народам ваших государств. И рассматриваем вас в этом смысле как послов, посланцев ваших народов. Еще раз большое спасибо за то, что вы сегодня в непростой международной ситуации здесь вместе с нами. И еще раз свои слова поздравления направляю вашим российским коллегам, офицерам и матросам российского военно-морского флота. Благодарю вас за внимание.